Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проводится Международный день памяти умерших от СПИДа. Этот день – символ поддержки тех, кто живет с ВИЧ, СПИДом, и памяти о тех, кого уже нет с нами. Наш гость в студии Евгений Кононов, заведующий отделом профилактики Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД. Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Мы уже рассказали, что каждое третье воскресенье мая во всем мире отмечается вот такой вот день памяти больных и умерших людей от СПИДа. Поэтому давайте поговорим вначале об этом дне. Так, совершенно верно. Третье воскресенье мая проводится во всем мире как Всемирный день умерших от СПИДа. Впервые этот день был проведен в Сан-Франциско, это американский город, в далеком 1983 году. И с тех пор он стал международным. И этот день направлен на вспомнить тех, кто умер от этого страшного заболевания, которое, к сожалению, не имеет, так скажем, градации в плане возраста, нации, веры, пола. И это заболевание, в общем-то, на сегодняшний день оно, к сожалению, остается до сих пор неизлечимым. Лечение направлено на продление качества жизни у ВИЧ-инфицированных граждан. Вот. И этот день, в общем-то, он направлен на поддержку лиц, живущих с вирусом иммунодефицита человека в крови. Вот. Этот день, в общем-то, направлен, вернее, его основная цель – это привлечь общественность к проблеме ВИЧ-инфекции. Цель, чтобы сконсолидировать общество, чтобы заинтересованные министерства и ведомства, они, в общем-то, прониклись этой проблемой, в общем-то, чтобы объединили свои усилия в вопросах противодействия распространения этой инфекции у нас на территории нашей республики. Но все-таки ВИЧ и СПИД – это два разных заболевания. Чем они отличаются? Совершенно верно. ВИЧ-инфекция – это хроническое инфекционно-заразное заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, который медленно разрушает иммунную систему с формированием синдрома приобретенного иммунодефицита или СПИДа сокращенно. СПИД является конечной терминальной стадией ВИЧ-инфекции. Уже когда имеет место полное разрушение иммунной системы человека, уже начинают присоединяться различные вторичные оппортунистические заболевания. Это могут быть различные грибковые заболевания, генерализованный кандидоз, лейкоплакия, различные лимфоидные заболевания, онкологические, это лимфомы, саркомы, заболевания легких, пневмоцистная пневмония, туберкулез. В общем-то, вот это страшное заболевание. В общем-то, все они, в общем-то, если возникают одновременно, то синдром приобретенного иммунодефицита, он является уже необратимым, он смертелен. Давайте поговорим немного о цифрах. Как сейчас эпидемиологическая ситуация с ВИЧ-инфекцией в мире, в России, ну и закончим республикой. Во всем мире сейчас насчитывается свыше 58 миллионов людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека. Уже вот с момента эпидемии, это, нужно сказать, эпидемия, она идет с далекого, так скажем, 20 века, с середины 70-х годов прошлого 20-го столетия все это идет, уже умерло свыше 40 миллионов ВИЧ-инфицированных граждан. Вот. И в Российской Федерации у нас на сегодняшний день у нас отмечается стабилизация. Вот. Ну, правда, есть регионы, где больше, где меньше. На первом месте у нас сейчас Екатеринбургская область, в общем, там отмечается, в общем-то, рост ВИЧ-инфекции. Екатеринбургская, Оренбургская, Иркутская и Кемеровская области. Вот они вот на сегодняшний день лидируют. Что касается Республики Саха и Якутия, у нас ситуация остается напряженной. В принципе, у нас ВИЧ-инфекция зарегистрирована в 33 районах. И, в общем-то, мы отмечаем, в общем-то, сейчас тоже стабилизацию ВИЧ-инфекции. Ну, в принципе, ежегодно мы в среднем выявляем где-то около 100 новых случаев ВИЧ-инфекции.
Вы сказали, что в республике около 33 районов зарегистрированы, где Да. ВИЧ-инфекции. А можно ли сказать, в каком районе больше, в каком меньше? Но основной процент приходится на промышленно развитые районы. Это у нас Мирный, Ленск, Неринги, Алдан, Аймекон и город Якутск как столица. Это у нас промышленно развитые районы, центры алмаза, золота, угля, газа, нефти, добычи нашей республики. Ну и, в общем-то, город Якутск как центр, столица нашей республики, где, в общем-то, стекаются все это, в общем-то, дороги, так скажем, да. Вот, где, в общем-то, приезжают иностранные рабочие, приезжают, скажем, наши россияне с неблагополучных других территорий на вахтовый метод работы, в общем-то, пришлое население. Но нужно отдать должное, что ВИЧ-инфекция это все-таки это завезенная инфекция на нашу республику. Вот. То есть изначально ее здесь не было. Вот. И первый случай регистрации ВИЧ-инфекции у нас был в далеком 96-м году. Вот. И с тех пор мы отмечаем регистрацию новых случаев ВИЧ-инфекции. Сколько, кстати, в год вы отмечаете, регистрируется заболевших, и сколько у вас на диспансерном учете? На диспансерном наблюдении и учете у нас стоит 1057 ВИЧ-инфицированных граждан. Это те, кто стоят на диспансерном учете. Это по всей республике. Да, и процент охвата антиретровирусной терапии у нас составляет 89%. Вот, это очень высокая цифра. ВИЧ и СПИД – это неизлечимые болезни, тем не менее современная медицина довольно успешно с ними борется. Каковы дальнейшие перспективы вот в этом направлении в борьбе с этими болезнями? Да, совершенно верно. К сожалению, до сих пор вакцины не существует. Если вот сейчас идут разработки от вакцины, но, так скажем, они еще не преуспели. Это связано с тем, что вирус видоизменяет свои свойства, мутирует. Соответственно, очень трудно сделать вакцину нормальную, которая чтобы работала. Вот. Но, тем не менее, с ВИЧ-инфекцией можно справиться в том плане, что всем ВИЧ-инфицированным назначаются антиретровирусные препараты. Ну, в двух словах, противовирусные. Да? Благодаря этим препаратам вирусная нагрузка у человека снижается. Тем самым иммунная система человека, она сохраняет свою, так скажем, целостность. И, так скажем, вирус не размножается, и тем самым, в общем-то, стадия СПИДа, она, в принципе, оттягивается. Это лечение, оно добровольное и бесплатное. В общем-то, да, и каждый житель нашей республики или кто вот, россиянин, да, он, в принципе, может, в общем-то, пролечиться у нас в спеццентре, да, встать на учет и, в общем-то, наблюдаться. Ну и кроме этого хочу сказать, что анализ на ВИЧ-инфекцию для россиян тоже добровольный и бесплатный. Вот, и на анализ на ВИЧ-инфекцию можно сдать у нас в спеццентре, в наших двух филиалах в городе Алдане и в городе Мирном. И жители районов могут сдать анализ на ВИЧ-инфекцию в центральных районных больницах. Существует много легенд и домыслов о том, как передается данная инфекция. Некоторые даже полагают, что через рукопожатие можно заразиться. Какие самые распространенные пути передачи вот этой инфекции? Ну, слава богу, ВИЧ-инфекция – это не грипп и не коронавирусная инфекция. Воздушно-капельным путем она не передается. Существует всего лишь 3 пути заражения ВИЧ-инфекцией. Ну, во-первых, начну с того, что у больного человека вирус в концентрации приводящих к заражению находится всего лишь в 4 средах. Первое – это кровь, вагинальный секрет, сперма и грудное молоко. То есть вот если есть контакт вот с этими 4 средами, то есть высокий риск заражения ВИЧ-инфекцией. Исходя из этого, существует, как я уже сказал, 3 пути заражения ВИЧ-инфекцией. Это через кровь, при употреблении, скажем, внутривенных наркотиков, да, основном, ну, не секрет, что уязвимыми группами являются, конечно, наркоманы, те, кто употребляют, в общем-то, наркотики. Второй основной путь на сегодняшний день – это при незащищенных сексуальных контактах между мужчиной и женщиной или мужчиной с мужчиной, когда есть контакт с вагинальным секретом или со спермой. Вот. И третий путь заражения – это он называется вертикально, это от ВИЧ-инфицированной матери к
ребенку. То есть ВИЧ-инфицированная беременная мама может заразить своего ребенка во время внутриутробного развития, при кормлении грудным молоком и во время родов. Вот. Но сейчас вот ВИЧ-инфекция уже не приговор, и ВИЧ-инфицированная мама может родить совершенно здорового ребенка. Это достигается, если она вовремя встала на диспансерное наблюдение и учет в нашем СПИД-центре, мы назначили противовирусные препараты, снизили ей вирусную нагрузку. Такая женщина, она сама не рожает, она идет на кесарево сечение обязательно. Кроме этого, ребенок при рождении он переводится на искусственное вскармливание. Вот. И при соблюдении вот этих всех 3 правил от ВИЧ-инфицированной матери может родиться совершенно здоровый ребенок. Но действительно, ВИЧ это получается не приговор, а с помощью профилактики, да, с помощью лечения этого заболевания до скольки можно прожить, вот если так взглянуть? Ну, сейчас очень современные антиретровирусные препараты, они, в общем-то, ну, к сожалению, они на протяжении всей жизни, ВИЧ-инфицированные их принимают, но это единственный способ продлить свое качество жизни. То есть ВИЧ-инфицированные свыше 20 лет же живут, даже больше, могут работать, создавать семьи, рожать детей, приносить обществу пользу и себе. Так что сейчас ВИЧ-инфекция, как вы сказали, уже не приговор. Да. Евгений Александрович, ну, у вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям, что бы вы хотели им сказать, и, возможно, какие-то слова, которые могут их уберечь. Так, ну, в первую очередь, занимайтесь своим здоровьем, наблюдайтесь. Как я уже сказал, что как минимум раз в год нужно сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию. Для россиян этот анализ добровольный и бесплатный. Где сдать, я уже сообщил вам. Вот. Кроме этого, я призываю ни в коем случае не употреблять алкоголь, наркотики, вести добропорядочный образ жизни, хранить верность своей семье, использовать презерватив при всех проникающих сексуальных контактах. И все, самое главное. Вроде бы такие простые правила, а могут сохранить жизнь, да, изменить жизнь в лучшую сторону. Евгений Александрович, спасибо вам, что пришли, ответили на наши вопросы. Пусть все будут здоровы и берегут себя. Благодарю вас, Валерия. До свидания. До свидания. Ну, я напомню, что вы смотрели «Актуальное интервью». Всего доброго.